Александр Кинькимен – юрист, спортсмен, общественный деятель. Родился в Якутске, детство и юность прошли в Покровске. Возглавляет Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России, профессор юридического факультета СВФУ. Также является президентом Ассоциации Сахада Спорт, первым вице-президентом Международной федерации масс-рестлинга. Автор и ведущий программ «Конституция и мы» и профессор «Доступно о важном» на НВК «Саха». Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Признаться, я очень долго крутила, вертела, думала, а как же в 20 минут уместить возможность раскрыть личность, портрет и биографию человека, который настолько разносторонний. Я помню, когда-то было мероприятие большое, официальное, я представляла вас, была в качестве ведущей. Вы находились в зале, довольно большой зал, многолюдно. Я вас начала представлять, как обычно официальных лиц представляют, регалии зачитывать. Вы идете, вы уже стоите на сцене, а я все еще читаю. Я еще ускоряюсь, я стараюсь быстрее, но вам пришлось постоять, подождать. И это про что? Это же про разносторонность, во-первых. Во-вторых, про какую-то нечеловеческую эффективность, я бы сказала. Это можно кратко характеризовать простой покровский парень. Да. Вот это про скромность. А если говорить про эффективность, то вашу жизнь, вот так, если прям очень-очень грубо, можно поделить на какие-то 3 важных составляющих, из которых состоит портрет Александра Николаевича Кинькимена. Важную часть в этом играет спорт, юриспруденция и политика. Как появился в вашей жизни спорт? Ну да, вот это очень важно. Я считаю, что спорт — это такой нетворкинг, с помощью которого мы можем приобретать друзей и идти с ними по жизни. И я очень благодарен тому, что в 1973 году в Покровске открылась детская юношеская спортивная школа. И вот я там начал заниматься сначала гандболом, ручной мяч, а потом я занимался у Тарана Евгения Ануфриевича настольным теннисом. Ну и благодарен ему за то, что он не только тренировал, но и как-то дал мне представление о реальной жизни. Вот понимать анекдоты, владеть русским языком, может быть, даже во всех его многогранных ипостасях. И я хочу отметить, что с помощью спорта я приобрел много друзей, с которыми я до сегодня иду по жизни, и эти мои друзья самые надежные. Но вы мастер спорта РСФСР по национальным прыжкам и мастер спорта Российской Федерации по стрельбе из лука. А вы говорите про гандбол, про настольный теннис. Что еще было в вашей жизни и какой спорт вы считаете наиболее важным для себя? Ну да, конечно, якутские прыжки, я считаю, первоосновой того, что я начал как-то философски относиться к спорту. Вообще по жизни можно один раз прыгнуть далеко, один раз прыгнуть высоко, но вот чтобы 11 раз прыгнуть на одной ноге или 11 раз с ноги на ногу, 11 раз на 2 ногах, это достаточно сложно. Если говорить о стрельбе из лука, то я этим начал заниматься уже в зрелом возрасте. Мне было 48 лет, когда я впервые в жизни взял лук в руки. В 50 лет я стал мастером спорта России. В 51 я установил рекорд республики на играх Манчары и завоевал 2 медали. И в личном, и в командном зачетах. И этим я очень горжусь, потому что я в то время был председателем Федерации профсоюзов, достаточно занятый человек, депутат Илтумен. Вы вообще соревновательный человек, да, азартный? Да, потому что вы такие нравится. Параллели проводите. Вот в спорте такая философия, и это философия моей жизни, говорите вы. Да, а стрельба из лука — это, я считаю, такой королевский вид спорта. Он очень дисциплинирует человека. Я очень горжусь, что начиная с 1992 года
являюсь президентом Ассоциации национальных видов спорта игр народов Якутии «Сахада спорт». И внутри ассоциации у нас 9 федераций по различным видам спорта. Это и масс-рейсинг, борьба хаплагай, якутские прыжки, северное многоборье, якутское многоборье, традиционная стрельба из лука, значит, настольные игры и конный спорт, гиревой спорт. И я хочу отметить, что мне это очень нравится. Я здесь вижу то, что я на самом деле отрабатываю 2 бесплатно полученных мною образования физкультурных. Это Якутское педучилище №1 и Хабаровский пединститут. А потом было юридическое образование. Да, это уже потом. Но это, об этом чуть позже. Вы говорили о Покровской ДЮСШ, которая открыла для вас двери в мир спорта. А вообще вы какой были в детстве? Каким человеком были? Каким ребенком? Ну, я был достаточно послушным ребенком. А с другой стороны, я не блистал знаниями. Да? Вот в Покровской средней школе я самым последним получил аттестат зрелости, потому что вначале получали отличники. В то время еще была традиция приобщать к этому комсомольскую путевку в вузы Москвы, Ленинграда, Томска, Омска, Якутский госуниверситет, средние специальные учебные заведения, ГПТУ, СПТУ. Я самый последний. Вручается аттестат зрелости Ким Александра Николаевича и комсомольская путевка в совхоз Актемский доером. Ну, как бы на большее не способен. Но у меня мечта была поступить в педучилище, но, к сожалению, именно по спортивной части я получил 3, и поэтому, естественно, по конкурсу не прошел. И, как говорится, не солоно хлебавший, вернулся в родной Покровск и начал свою трудовую биографию с рабочего Покровского хозяйственного магазина. Но это был не первая моя трудовая специальность. Первая моя трудовая специальность — я помогал матери. Она была у меня уборщицей, и со 2 по 9 класс я мыл полы в разных конторах. Я помню, в управлении сельского хозяйства я там видел журналы «Овощи, фрукты», «Коневодство» и «Конный спорт» и отвлекался. И мать мне так чуть-чуть напоминала, что мы должны работать. А когда мы мыли райисполком, самый любимый кабинет — это был кабинет спорткомитета, где Крепнев Геннадий Васильевич работал, Кондратьев Илья Петрович работал. Там было много кубков, много фотографий. Это был такой мир Манящий, моих восхищений, да. И я хотел быть похожими на них. Ну, в итоге, как вы оцениваете, получилось его? Ну, я думаю, да, благодаря, может быть, этому детскому восприятию, и я все-таки с самого начала, с ранних лет познал, что такое честно заработанный рубль. И ко всему нужно относиться серьезно, хотя моя мать не обладала никакими знаниями в силу того, что она была инвалидом с детства, у нее 0 классов образования. И она знала 3 буквы К и М. И говорила: хорошо, что у меня короткая фамилия по мужу. И она могла получать зарплату. Подписывать да? Ведомости, да. Ну здорово. А воспитывала она меня, вот, ну, будем говорить, традиционная такая педагогика, да, которая основана на наших традиционных ценностях. Это какие? Ты должен быть честным, ты должен всегда понимать, что про тебя скажут люди. Есть те, которые критикуют, есть позитивная, конструктивная критика, есть недоброжелатели, но это как в жизни. Вы это касалось всех людей, да, это, конечно, я отношусь совершенно нормально. Бывает так, что разную информацию про меня распространяют именно конкуренты. Правильно ли я поняла, что вы хотели изначально связать свою жизнь со спортом, что и сделали? То есть доер в Актемском совхозе вас не устраивало? Вы хотели быть спортсменом? Я сначала хотел стать учителем физкультуры, потом я захотел стать тренером, потом я захотел стать спортивным журналистом, потом я захотел стать спортивным комментатором. То есть все время что-то вот в моих мечтах немножко, так сказать, моделировал уже более конкретные. А как Но в результате я оказался спортивным организатором. А как юриспруденция пришла в вашу жизнь? Это связано с комсомолом. Я работал в отделе спортивной оборонно-массовой работы. Потом я работал секретарем Орджоникидзевского райкома комсомола, это ныне Хангаласский улус, и работая там, занимался профилактикой правонарушений, организацией отрядов
комсомольских отрядов дружинников, ну и хотел связать свою судьбу уже с правоохранительной деятельностью. И поступил заочно на юридическое отделение нашего университета. А вот университет я уже закончил с красным дипломом. Да. И у меня вот научный руководитель и вообще вот по жизни мой наставник — это Федоров Михаил Михайлович, профессор, доктор юридических наук, патриот, защитник Отечества, прокурор республики, человек, который сделал очень многое для развития государственности нашей республики. Поэтому я к нему отношусь с особым уважением. И я помню, значит, свой дипломный проект я защищал в мае 1990 года по теме «Политико-правовые аспекты повышения статуса Якутской автономной Советской Социалистической Республики». Да. И в то время я работал помощником председателя Верховного Совета 12-го созыва Михаила Ефимовича Николаева. Ну и очень горжусь тем, что я с ним проработал 4 года. Бок о бок, сначала помощником, потом руководителем администрации президента. Республика Саха-Якутия ведь одна из первых, или, по-моему, первая даже, да, республика, которая приняла свою конституцию из бывших союзных республик. Почему это было так важно? Это было важно в силу того, что мы переходили тогда из плановой экономики на рыночные рельсы. Это первое. Во-вторых, мы развивались в составе РСФСР как часть федеративного государства. Михаил Ефимович Николаев был инициатором принятия Декларации о государственном суверенитете, которая стала первоосновой для разработки Конституции нашей республики. Он был инициатором подписания Федеративного договора от 31 марта 1992 года. Он был одним из активных участников и членов Конституционной комиссии, направлял туда наших специалистов, которые работали по разработке текста Конституции Российской Федерации. И в их числе я могу сказать и Федоров Михаил Михайлович, Дмитрий Николаевич Миронов, Егор Михайлович Ларионов, Афанасий Петрович Ларионов, Василий Васильевич Кириллин, Анатолий Дмитриевич Петраков и так далее. Поэтому я считаю, что для нас очень важно то, что наша Конституция была принята 4 апреля 1992 года, а вступила в действие 27 апреля 1992 года. И здесь есть путаница, да, вот в каком плане. Почему у нас 27 числа в апреле и в сентябре два праздника, которые схожи? Если кратко пояснить, День Республики 27 апреля, он связан с тем, что 27 апреля 1922 года была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика решением ЦИК России. А 27 сентября была принята Декларация о государственном суверенитете в 1990 году. И мы приняли эту декларацию, поддерживая Декларацию о государственном суверенитете России, и мы тогда заявили, что мы будем являться частью Российской федеративной государственности, но в то же время всю полноту власти и ответственность берем на себя, на органы государственной власти нашей республики. Поэтому сегодня, если у нас есть такая конструкция, есть глава республики, высшее должностное лицо, есть высший законодательный, представительный и контрольный орган, есть правительство, это все благодаря тому, что у нас есть Конституция. Если бы у нас не было Конституции, у нас не было легитимации этих органов власти. Ну и благодаря этому, наверное, и национальная культура сохранена. И да, язык. Безусловно, Михаил Ефимович Николаев, он был человеком очень таким инициативным, креативным, далеко смотрящим и самым настоящим государственником, преданным не только республике, но и России. И с этой точки зрения вот, сохранение национальных традиций, это связано с тем, что именно Михаил Ефимович объявил 21 июня национальный праздник СССР. Именно благодаря ему в 2005 году у нас национальный героический эпос «Аланхо» стал шедевром нематериального культурного наследия человечества. Благодаря ему мы создали ассоциацию «Сахада-спорт», развиваемся и гордимся тем, что мы наши игры предков не только привнесли в 21 век, мы сделали из них такие востребованные, яркие, замечательные виды спорта. И я знаю, что будет время, когда масс-рестлинг будет на телевидении, на топовых каналах, и многие люди будут
заниматься этим видом спорта. Многие люди будут болеть за лучших масс-рестлеров мира, да. Почему? Потому что у нас буквально за 2 минуты определяется победитель. Не надо там 30 минут тратить, не надо 9 минут тратить, как в других видах спорта. И для Поэтому шоу это хорошо. Да, большая перспектива. Ну и, конечно, вот инвентарь простой, доступный. В любом месте можно проводить соревнования. Что касается борьбы Хапсагая, мы в прошлом году уже провели первый чемпионат мира в Кыргызстане. Вот Хангылас Хапсагая — это сегодня международный турнир, да, уже признанный турнир, приезжают многие атлеты с разных субъектов Российской Федерации. Ну вот вообще первооснова — это турнир на призы, то есть памяти Ильи Петровича Кондратьева, который мы начали проводить в Хангыласском улусе. В 1997 году, в декабре, я был избран депутатом Илтумен от Хангыласского улуса. 1998 года мы начали проводить этот турнир. И постепенно вот, статус этого турнира рос, что сегодня дошел до международного уровня. Мы благодарны организаторам. Он будет ежегодным. У нас есть игры Дыгына, Якутское многоборье. Да? Вот в 1995 году мы провели первые игры Дыгына на ипподроме ЕГСХ, когда проводили СР города Якутска. Более того, национальная вещательная компания «Саха» с этим проектом «Игры Дыгына» в 2020 году завоевала высшую телевизионную премию ТЭФИ. Да. То есть мы гордимся, что на самом деле это один из важных элементов того, что мы сегодня реализуем великие идеи Олонхо в практической жизни. Я бы хотела спросить у вас, как у человека, который рожден в СССР, да, становление, развитие и так далее, проходил в такие очень активные, неоднозначные, сложные, но при этом дающие возможности там, 90-е, 2000-е, и который сейчас активно, такую активную позицию занимает. Скажите, пожалуйста, что было хорошо тогда, а что хорошо сейчас? Ну, я проходил всю линейку. Я был октябренком, пионером, комсомольцем, членом КПСС. И я считаю, что это великая школа. Я с большим пиететом отношусь к советскому периоду развития нашего государства. Это было замечательное время. Люди видели свою перспективу. Мы были в большинстве своем равными, среди равных, да, и каждый имел одинаковые стартовые возможности. Второе, то, что те люди, которые воспитаны в тот период, ну, достаточно неплохо справлялись с теми задачами, с теми новыми вызовами, которые были в начале 90-х. И период перехода на рыночные отношения и так далее мы проявляли, ну, определенную компетенцию для того, чтобы сделать это более мягче, чем в других субъектах Российской Федерации. А что хорошего вы наблюдаете сегодня, сейчас? Сегодня, конечно же, очень интересное время, и сегодня интересно работать, потому что каждое время испытывает на прочность, и, конечно, вот сегодня мы гордимся успехами нашей республики в разных направлениях, в том числе в креативной индустрии, IT-технологиях. Конечно же, мы гордимся тем, что сегодня наша республика наиболее сплоченная, то есть все институты работают, да. Поэтому сегодня тоже время возможностей. Конечно. Я с большим уважением отношусь к тем людям, которые продолжили дело Михаила Ефимовича Николаева. Это Вячеслав Анатольевич Туров, это Егор Иванович Борисов и сегодня Айсен Сергеевич Николаев и их команды. Я очень уважительно отношусь к Государственному собранию Илтумен. Сегодня уже работает 7-й созыв, а я был народным депутатом в 4 созывах. 4, да. Из вашей же биографии можно делать выводы такие, что в советское время, советский период, социальные лифты очень хорошо работали. И, допустим, мальчик, который закончил школу не так, чтобы блестяще, мог получить красный диплом, стать блестящим юристом, стоять у основания Конституции Республики и сделать головокружительную карьеру, как это сделали вы. Сегодня у нас тоже есть амбициозная молодежь. Сегодня тоже есть ребята, которые хотели бы стать успешными, приносить пользу этому миру и так далее. Но сегодня какие-то другие механизмы работают. Или нет? Как вы думаете, как вы наблюдаете? Ведь вы же довольно много работаете с молодежью. Ну вот у меня есть книга
который я издал, называется «Конституция государства, общества, социальные обязательства юриста». Вот мы должны, конечно же, воспитывать так, чтобы действительно юристы, они понимали всю ответственность своей профессии в разных направлениях. Кто-то адвокат, кто-то нотариус, кто-то следователь, кто-то прокурор. Но мы все равны. Я против того, чтобы нас, россиян, делили на федералов, на регионалов, на муниципалов. Да, мы все должны работать вместе и сообща. Я думаю, что нынешние люди, молодые люди, которые имеют амбиции, они могут их реализовать, но при этом они в первую очередь должны подумать о том, что они делают для государства. Понимаете, вот нельзя просто болеть карьеризмом. Да, некоторые хотят все сразу и много. Так не бывает в жизни. Мы должны посмотреть, на каких этажах мы смогли работать и как мы это поднимались, потому что должна быть первооснова. Можно быть там кому-то удобным, да, для кого-то светлым, да, радостным и так далее, но это ненадолго. Человек, который основательно работает над собой и в первую очередь радеет за интересы государства, тот будет более успешным. Работая в разных ветвях власти, вот, приобретая разный опыт, мы должны прежде всего понимать, что любая должность — это не навечно. И человек должен быть готов к выполнению любых функциональных обязанностей на любом уровне. Только такая готовность позволит человеку развиваться, человеку быть востребованным. И сегодня, работая профессором кафедры конституционного и муниципального права, я получаю удовлетворение от того, что я работаю со студентами. В том числе я, например, веду студенческий научно-дискуссионный клуб «Будь первым». Мы здесь ассоциируем, опять же, с именем Михаила Ефимовича Николаева, чтобы у молодых ребят были амбиции, в том числе в научных исследованиях, в том числе в своих каких-то практических замыслах, как им развиваться в качестве юриста, как они должны подходить к своей профессии. Потому что профессия юриста не означает то, что это получение диплома о высшем образовании. Юрист, он должен развиваться каждодневно, потому что законодательство каждый раз видоизменяется. То есть ваш совет молодым амбициозным следующий. Первое — это понять, в чем ты можешь быть полезен. Второе — все время развиваться. Есть ли что-то третье? Третье — быть ответственным. Быть ответственным за все, что да, что делаешь. Я делаю, да. Потому что будут последствия. Александр Николаевич, у нас блиц. Любимое место на земле? Мой дом. Дом? Да. А чем вы занимаетесь в выходные дома? Ну, в выходные я редко бываю дома. Обычно в это время проходят какие-то соревнования. Вот я так и знала. Да. Что такое выходные? Выходные это когда? Поэтому, да, обычно я дома бываю, в будние дни, по вечерам. Можно посмотреть фильмы, почитать. Ну вот, что вас наполняет и вдохновляет? Это что? Меня вдохновляет то, что сегодня республика развивается, то, что мы на протяжении веков преданы интересам России. Вот в 2032 году мы будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав великого российского государства, и мы, якутяне, можем гордиться то, что мы вместе строим великую Россию. Скажите, пожалуйста, я бы хотела этот ответ получить от вас. Из всех ваших достижений, из всех ваших достоинств, из всех ваших успехов, какой бы один вы выделили больше всего, который вам больше всего греет душу? Ну, это то, что у меня есть спортивное долгожительство. Я этому уделяю большое внимание. Вот сегодня с утра в 6 я тоже тренировался. Для этого нужно вставать пораньше. И второе, конечно, нужно стараться соблюдать режим дня. И я всегда говорю, что у каждого человека 24 часа в сутки, ни у кого ни на минуту больше, ни на минуту меньше. Но внутри этого временного бюджета каждый расставляет свои приоритеты. Ну и про достижения, если говорить, что я думаю, что лучшее достижение у меня впереди. Отлично. А есть что-то такое, что бы вы изменили, если бы была возможность? Я бы ничего не хотел изменять. Все оставили бы да. так, как есть? Да. А вы суеверный человек? Не скажу, но в то же время я ощущаю, да,
какие-то моменты вот присутствия своей матери, потому что она учила меня быть ответственным, про это я говорил. И сегодня в каких-то моментах идут ее подсказки, и я могу просыпаться без будильника, если я задал себе задачу, и я проснусь именно в это время. Отлично. Я так поняла, что вы очень дисциплинированный человек, дисциплинированный, пунктуальный. А какие еще качества вы бы подчеркнули в себе как главные? Ну, нужно быть ответственным, я уже это неоднократно повторяю. Нужно быть честным перед собой и не бояться трудностей. Трудности есть у каждого человека, везде, всюду, но ты должен преодолевать эти трудности. И я уважаю тех людей, которые когда-то падали, но смогли подняться и пойти дальше, нежели тех, которые все время думают, что они растут. Это вот пока он не упал, мы не можем сказать, что этот человек, ну, действительно... В падении, да, да, человек, который упал, но смог подняться и пойти дальше. Это очень важно и ценно. Это такие волевые качества, это, ну, действительно кремень. С такими людьми можно идти в разведку, в бой. Спасибо большое. И традиционно хотелось бы, чтобы вы закончили нашу сегодняшнюю встречу пожеланиями телезрителям. Прежде всего, я бы призвал всех любить родную республику, свою малую родину, свою большую родину, и всегда думать о том, что каждый из нас — это человек, а у каждого человека есть как достоинства, так и слабости, недостатки, поэтому давайте работать над недостатками, тогда мы будем жить еще лучше. А я желаю, чтобы ваше спортивное долголетие, вообще долголетие продолжалось долгие-долгие годы, и чтобы вы реализовали все цели, все задачи, все мечты, которые вы перед собой ставите. Спасибо большое за встречу. Спасибо.